В центре внимания газовые баллоны, 10 точек общепита и в каждое нарушение. Фастфуды Бишкека проверку на пожарную безопасность не прошли. Убийство Саймаити и автомобиль с дип-номерами. Уволен Эркин Сапоков, генеральный консул в Стамбуле. Среди подозреваемых в убийстве 2 кыргызстанца. Кыргызстан нацелен на многовекторную, сбалансированную внешнюю политику. Сооронбай Жээнбеков принял участие в работе форума «75 лет Министерству иностранных дел». И теперь об этих и других событиях более подробно. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Елена Кобзева. Генеральный консул Кыргызстана в городе Стамбул Эркин Сапоков освобожден от должности. По данным пресс-службы президента, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ. Как сообщили в МИД, номерной знак на автомобиле Range Rover, который находился рядом с местом убийства Айркена Саймаити в Стамбуле, принадлежал генеральному консулу Кыргызстана. По данным внешнеполитического ведомства, сам Эркин Сапоков объяснить, почему там оказался указанный автомобиль, не смог. Назначенный на пост 17 апреля 2017 года Сапоков неоднократно получал взыскание за ненадлежащую работу, отметили в МИД. В конце октября 2019 года Эркин Сапоков нарушил процедуру снятия с регистрационного учета и возврата дипломатических номеров на авто и передал свою машину Range Rover автосалону «Рамадан Туризм» для дальнейшей продажи. Эркин Сапоков неоднократно получал взыскания за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Он и его завхоз и водитель Хавазов регулярно нарушали правила дорожного движения в Стамбуле. Кроме того, Сапоков не сдал декларацию о доходах за 2017 год, принимая во внимание ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, грубое нарушение положений закона о дипломатической службе Кыргызской республики и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. МИД Кыргызстана внес предложение президенту Сооронбаю Жээнбекову о снятии Сапокова с занимаемой должности. Кыргызстан имеет дипломатические отношения со 163 странами, а первые дипломатические отношения с другими народами начались в 643 году. Об этом сегодня, выступая на форуме в честь 75-летия Министерства иностранных дел, сообщил Сооронбай Жээнбеков. Как отметил глава государства, сегодня отмечают не только юбилей МИД, но и профессиональный праздник всех сотрудников дипломатической службы. Издревле посланники обладали особым статусом. Миссия послов играла особо важную роль для кыргызов, которые веками лелеяли идею государственности, чтили свободу и независимость. Теперь перед дипломатами и государственными органами ставится задача по усилению нового направления – экологической дипломатии, добавил президент. Сооронбай Жээнбеков предложил правительству разработать мероприятия в этом направлении, чтобы сохранить и развить статус Кыргызстана как экологически чистой страны и превратить его в национальный бренд. Игорь Потанин продолжит. Кыргызской дипломатии 75 лет. Ветераны внешней политики говорят, за эти годы страна пережила много событий, когда без грамотных переговоров на международном уровне было не обойтись. Где-то понадобились базовые знания, но чаще опыт приходилось набирать в процессе развития страны. За эти годы поменялись не только векторы внешней политики, но и методы работы. В свое время мы были ограничены в своих действиях. А сейчас мы самостоятельное, суверенное государство. Поэтому, естественно, Министерство иностранных дел ложится большая ответственность. И в то же время такое сейчас, глобализация происходит, и мы не можем выпадать из этого процесса. И у нас это получается, слава богу, особенно в последнее время. Очень сильно омолодился состав министерства. Появились очень талантливые, хорошие ребята с знанием языком, со знанием политических знаний. Сегодня, благодаря вот тому опыту, который у нас сформировался во время Советского Союза, мы продолжаем тот наработанный дипломатический опыт, который у нас есть, но в преломлении к нашим национальным интересам. Наши национальные интересы – это что? Это развитие, это идеалы Манаса, это перспектива, это кадры. Вот мы, благодаря своей дипломатии, используем возможности тем, чтобы готовить наших дипломатов и здесь, и за рубежом. Сегодня основная задача дипломатов – решение социальных проблем. Количество трудовых мигрантов растет, и, как следствие, представителям дипломатических служб все чаще приходится осваивать новые направления.
Каждый день что-то новое для себя открываешь и узнаешь. Но дипломат, наверное, вот вы говорите, должен быть эрудированным, должен быть образованным, должен быть профессионалом, но и, наверное, должен иметь высокие человеческие качества и терпение, потому что общаться с нашими трудящимися мигрантами, выслушивать каждого боль и страдания, для этого нужно очень сильные душевные качества. Мы сегодня серьезно работаем над тем, чтобы помочь нашим фермерам с реализацией нашей продукции в Казахстане. Проделана большая работа, но еще очень многое предстоит сделать. Ведется большая работа по привлечению инвестиций в экономику Кыргызстана. Каждый день мы прикладываем максимум усилий для решения проблем. Сегодня глава государства вручает мне ранг посланника, и это налагает дополнительную ответственность. Работа дипломатов не осталась без внимания главы государства. Кроме Алиасбека Алымкулова, ранг посланника присвоен первому заместителю министра иностранных дел Нурлану Ниязалиеву, а ранг посла Ибрагиму Джунусову, представляющему нашу страну в Узбекистане. Кроме того, 3 работников дипломатической службы получили часы из рук президента. Обращаясь к работникам внешнеполитической службы, Сооронбай Джеймбеков отметил, что сегодня Кыргызстану пора вводить новые направления в работе. Это диктует динамично меняющийся мир. Одним из ключевых направлений, которые сегодня стоит развивать, по мнению президента, могла бы стать экологическая дипломатия. Экологическая дипломатия означает двустороннее и многостороннее сотрудничество с зарубежными странами в сфере охраны природы, предупреждения экологических кризисов, недопущения действий, наносящих урон окружающей среде. Предлагаю правительству разработать мероприятия по экологической дипломатии. Кыргызстан – страна с особым экотуристическим потенциалом и экологически чистой продукцией. Мы работаем над тем, чтобы сохранить и развить статус Кыргызстана как экологически чистой страны и превратить его в национальный бренд. Однако, делая упор на новые направления, нельзя забывать и об основных задачах, отметил глава государства. Сегодня остро стоят проблемы наших мигрантов за рубежом. Кроме того, большая работа предстоит в определении границ государства. Незавершенность юридических процедур на наших границах является весьма актуальным и острым вопросом в регионах. Сохранение стабильности на границах создаст благоприятные условия для углубления сотрудничества между сопредельными государствами. Мы стремимся к ускорению процесса уточнения и юридического оформления границ с соседними странами. Это позволит нам широко использовать наш экономический потенциал и откроет новые возможности для реализации проектов по сотрудничеству. Празднование юбилея нашей дипломатии совпало с годовщиной создания Организации Объединенных Наций. В связи с этим торжественное празднование плавно перешло к дискуссии на тему перспектив сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций. В обсуждении ключевых направлений выступили не только действующие сотрудники МИД, но и ветераны дипломатической службы. Игорь Потанин, Самат Далатакунов, НТС. Похоже, в стране началась тотальная проверка пунктов общественного питания. По крайней мере, сегодня был первый день профилактических бесед. Сотрудники Госэкотехинспекции прошлись по некоторым точкам Бишкека и провели разъяснительную работу с их сотрудниками. А поговорить было о чем. Из 10 точек почти ни в одной из них не обошлось без нарушений. Нарушения традиционные – те же газовые баллоны и огнетушители. В этот раз уведомление, а в следующий раз в отношении нарушителей будет выписан штраф в размере 13 тысяч сомов. А точка быстрого питания будет закрыта, сообщили в Госэкотехинспекции. Насколько безопасно находиться рядом с точками быстрого питания, расскажет Кубат Кубанычбек Улу. Уведомление было Павильон с фастфудом, сотни покупателей в день. Но, похоже, в погоне за деньгами здесь о пожарной безопасности вовсе позабыли. Газовые баллоны с нарушением всех правил стоят прямо посередине кухни. Газовый баллон должен располагаться, значит, вне зданий, в пристройках, то есть сыртта, мисалы, артында. Но и на этом нарушения не закончились. На просьбу предоставить огнетушители инспектору представители заведения ответить ничем не смогли. Его здесь не оказалось. В итоге было составлено первое уведомление, но не последнее. Сразу несколько нарушений инспекторы обнаружили уже в следующей точке, которая находится рядом, и где к приходу ревизоров не успели подготовиться. Замечания те же: газовые баллоны в нарушении всех норм и несоблюдение правил пожарной безопасности. Это работа в целях вашей безопасности. Не для нас, для вашей безопасности. Замечание какое?
Вот этот вот газовый баллон, здесь по правилам написано, должны находиться у глухого простенка стены. Стена, то есть в данном случае это легкие конструкции. Застигнутые врасплох приходом проверяющих, а такие гости здесь бывают очень редко, работники сразу же стали звонить владельцу заведения. Как оказалось, нормами безопасности они знакомы не были. Затруднились даже ответить, где должен находиться газовый баллон. И как мы можем увидеть, вот уже выявляются нарушения правил пожарной безопасности, так как газовые баллоны находятся внутри помещения, где они готовят пищу и обслуживают клиентов. По словам инспекторов, это только начало масштабной работы по выявлению нарушений правил пожарной безопасности. Рейды будут проходить по всему городу. Если в этот раз представители общепитов на пересечении улиц Чуи и Суинбаева отделались лишь уведомлением, то в следующий раз им может грозить штраф и вплоть до закрытия. Напомним, что поводом для проверки стал взрыв и пожар в кафе «Антошка», где погибла одна сотрудница, пострадали более 10 человек. По поводу, вот, например, вот «Антошка», если бы эти газовые баллоны там в помещении кухни не были бы, может быть, это был бы просто пожар. Но не было бы взрыва, не было бы гибели. Их грубое нарушение, что газовые баллоны находились в помещении для приготовления пищи. А сегодня сотрудники госэкотехинспекции проверили лишь 10 заведений общественного питания. В масштабах города, где почти в каждой его части таких точек немало. И с учетом того, что уведомления о нарушениях сегодня выписали в каждом заведении из 10, то и работы еще предстоит немало. Хуват Хуанчбекула, Урмат Мамиталиев, НТС. Первые результаты есть. Теперь дело за женщинами. Сегодня в Бишкеке обсудили выборы, прошедшие осенью этого года в селе Сару, где применили 30% квоту. Впервые там выборы проходили по новому закону, подписанному главой государства 13 августа. По нему за женщинами в местных кенешах закрепили не менее трети мандатов. В итоге 9 женщин стали депутатами, а за некоторых мужчин проголосовали всего около 20 сельчан. Кандидатки отмечают, что несмотря на споры и давление мужчин, женщины села решили отстоять свои права и не отказываться от намеченной цели. Анастасия Соболева о женской силе. В Джугорку Кенеша всего 20 женщин. Это чуть более 16% от общего количества мандатов. В городских Кенешах заседает всего 184 представительницы прекрасного пола. Мужчин 726. И в сельских Кенешах, говорят депутаты, гендерный баланс не соблюдается. Женщин всего 718, когда мужчин более 7 тысяч. С каждым годом на выборах принимают участие все меньше дам. По данным общественного объединения «Центр помощи женщинам», в 86 аильных Кенешах нет ни одной представительницы прекрасного пола. Хотя Конституцией гарантировано равноправие. Гендерное равенство должно быть. Она мягче, добрее, и она миролюбивая. И думает о семье, значит, депутат будет думать о народе. Естественно, мужчина. Почему? Мужчины более рассуждают как-то трезво, так сказать, да? Большинство мужчин решает вопросы, а женщина так не решает вопросы. Женщины и мужчины должны в едином обоюдно. Показателями стали выборы в Саруйский сельский Кенеш, что в Иссык-Кульской области. Впервые была применена 30% квота для женщин. Раньше количество мандатов для представительниц прекрасного пола вообще не регулировалось. Всего в Саруйский сельский Кенеш баллотировались 16 женщин из 79 кандидатов. Перед выборами большинство мужчин выступили против 30% квоты для представительниц прекрасного пола. Даже написали письмо руководству страны, мол, это нарушает права джигитов. И женщине легче получить мандат, ей хватит всего 5% голосов. В итоге сельчане выбрали 9 женщин. Они показали неплохие результаты. Например, Айнура Уморова набрала 190 голосов. Это позволило ей занять второе место из 28 кандидатов. А теперь Айнура является еще и председателем сельского Кенеша. Успевает по дому хозяйничать и пациентов лечить. По профессии она врач. У меня взрослые дети, они студенты. На данный момент я не обременена много семьей. Работаю я врачом, но вместе работа врача и аильного депутата Тюраим немножко трудно в плане времени. Мне не хватает времени. Мне говорят, 24 часа в сутки для меня мало. Айнура Уморова сегодня приехала в Бишкек, чтобы с другими женщинами-депутатами обсудить результаты выборов в Саруйский сельский Кенеш и политические права женщин в целом. Выборы, прошедшие в Саруу, теперь стали примером для всех представительниц прекрасного пола, говорят парламентарии.
Вопрос социальной значимости, вопрос, касающийся детей, прав женщин и детей, они поднимаются исключительно женщинами и часто остаются неуслышанными в том случае, если вот минимально представленность женщин. А мужчины какие в большинстве своем вопросы поднимают? В большинстве политической направленности, то, что касается, можно сказать, деления портфелей, это очень сильно интересует мужчин. Экономические вопросы больше поднимаются. Сейчас Центр избирком, так же как и НПО, проводит разъяснительную работу по областям. Каким образом выдержать эти 30% для женщин? Механизмы прописаны в законодательстве. Кандидат только лично подает заявление, она будет защищать женскую квоту в том числе. Да? Кроме того, часть женщин, конечно, досрочно покидает, слагает депутатские полномочия. Здесь тоже, опять-таки, усилена норма о личном приходе. В случае невозможности личной подачи заявления, то нотариально удостоверенное с приложением доказательств обстоятельств, которые служили причиной невозможности личной подачи. Конечно, защитной мерой служит норма о передаче вакантного мандата депутату женщине в случае, если прекращен мандат депутата женщины. Насколько успешно будет информационная кампания об изменениях в выборном законодательстве и насколько активными будут женщины, покажут итоги будущих выборов. Отметим, согласно графику, в следующем году пройдут выборы депутатов Орского городского и 8 аильных кенешей. Анастасия Соболева, Нурбек Апаров, НТС. С 2020 года в Кыргызстане вступят в силу новые правила дорожного движения. Они разрешат автомобилям ездить на некоторых участках дорог со скоростью 110 км в час. Но, как объяснили в ГОБДД, пилотный проект запустят только в следующем году. До этого Министерство транспорта и дорог должно подготовить трассы для увеличения скорости. Пока Минтранс не установит соответствующие знаки, водители не смогут ездить со скоростью в 110 км в час, отметили в ГОБДД. С инициативой разрешить легковым автомобилям на отдельных участках дорог, где условия обеспечивают безопасное движение, ездить со скоростью не более чем 110 км в час, выступила МВД. Однако какие именно участки дорог отвечают нужным требованиям, ни в милиции, ни в Минтрансе пока ответить не готовы. Это будет нешуточный матч. Так говорят о предстоящем футбольном поединке Кыргызстана и Японии. Одна из наиболее сильных команд азиатской группы футболистов прибыла в столицу и в эти дни усиленно готовится к игре. Матчи, напомним, проходят в рамках отборочных турниров одновременно на два важных спортивных состязания. Чемпионат мира 2022 года и чемпионат Азии 2023. На тренировке японских футболистов побывала Сабина Дамаскина. До важного матча Кыргызстан-Япония остались считанные дни. Уже в четверг, 14 ноября, отечественной сборной по футболу «Акшумкар» предстоит встретиться на поле с одной из сильнейших команд своей группы – сборной Японии. В Кыргызстан самураи прибыли накануне и, что называется, с места в карьер. Сегодня они знакомятся с кыргызстанскими полями, проводят свои тренировочные игры. Учитывая, что за последние 20 лет эта сборная не пропустила ни одного чемпионата мира, в схватке с нашими футболистами они также рассчитывают не меньше, чем на победу. В составе японской спортивной делегации около 50 человек. Медицинский персонал, тренерский штаб и главные герои – футболисты – 23 спортсмена. А еще представители СМИ и, конечно же, фанаты. Вооружившись баннерами и растяжками, они преодолели долгий путь, чтобы в день матча быть рядом со своими любимыми игроками. На ваших трибунах мы сегодня увидели наших болельщиков. Это приятно, когда в чужой стране чувствуешь поддержку своих сограждан. Придает больше сил. Мы рассчитываем на их поддержку в день игры. Со своей стороны, каждый из нас приложит все усилия, чтобы выиграть и показать хороший результат. Погода в Кыргызстане замечательная, но поля не приспособлены для игры. Тренировки проходили хорошо. Я никаких травм не получил. В целом настрой команды положительный. Мы думаем, что игра будет хорошая. Рассчитываем на победу. Напомним, цикл матчей проходит в рамках отбора сразу на два важных турнира. Чемпионат мира, который состоится в 2022 году, и чемпионат Азии 2023 года. Наша сборная попала сразу во второй этап отборочных игр благодаря хорошим результатам на чемпионате Азии, который прошел в минувшем году. Напомним, акшумкаровцам впервые в истории отечественного футбола удалось попасть на азиатский мундиаль и даже выйти в 1/8.
За спиной отечественной сборной уже несколько успешно проведенных отборочных игр. Наши футболисты выиграли соперников из Таджикистана, Монголии и Мьянмы. В ворота последних наши забили 7 мячей, в то время как противнику не удалось забить и одного. И сдавать позиции без боя наши футболисты не собираются. Не секрет ни для кого, японцы сильная сборная, постоянный участник чемпионата мира, поэтому это очень серьезный соперник. Но нам нельзя опускаться ниже того уровня, который мы показываем и показывали. Нужно стремиться только вперед и уже показывать свой характер, свою игру и навязывать японцам такую же борьбу, как и они нам. Встреча с японской командой пройдет на главной спортивной арене – стадионе имени Долона Омурзакова. А дома, как известно, и стены помогают. Не говоря уже о поддержке болельщиков, нехватки которой на предстоящей игре акшумкаровцы точно не ощутят. Пожелания хорошей игры и слова благодарности за уже отыгранные матчи спортсмены получают и сегодня. За нашу команду болеешь? Да, но я редко вижу, потому что я делаю уроки, у меня еще танцы. Кыргызстан или Япония? Молодец. Скажи, пожалуйста, кто из наших футболистов самый лучший? Антон Землянухин. Антон Землянухин? Он хорошо играет, забивает много голов. А он будет в матче против Японии? Нет. За кого будешь болеть тогда? За Кыргызстан. А конкретно за футболиста с кого ты будешь? За Люкса. Однако в желании оказаться рядом с любимым игроком в ответственный день главное не переусердствовать, напоминают Федерации футбола. Чтобы нашей сборной в очередной раз не пришлось поплатиться крупной суммой, а возможно даже и своим местом в группе, фанатам важно соблюдать культуру поведения на стадионе, не зажигать фаеры и не выбегать на поле во время матча. Сабина Дамаскина, Турган Ниязов, НТС. И на этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Далее вас ждет прогноз погоды на завтра. До встречи в эфире.